8-летний Осмон страдает серьезным заболеванием. У него врожденный ДЦП. Каждый месяц только на лекарства уходит по 8 тысяч сомов. Но с каждым годом лекарства дорожают. Его бабушке приходится сложно. Она пенсионерка. Я не хотела об этом говорить, но мы уже сколько лет ждем коляску. Кому только не обращались. Сейчас приходится своего внука на руках носить. Сегодня всем ребятишкам, как Осмон, неравнодушные люди устроили мероприятие под названием «Мы вместе». Там же вручили подарки. Мы запускаем старт, начало нашего благотворительного марафона для наших детей-инвалидов, которые находятся при нашем женском совете. Их у нас 36 количества. Это у нас реабилитационная группа детей, для которых мы оказываем помощь в проведении различных процедур лечебного назначения. Для того, чтобы хоть как-то поднять настроение, организаторы попытались чем-то помочь. Строительная компания «Авангард Стиль» предоставила детям подарки. Наша компания является социально ориентированной. Мы за год проводим разные мероприятия. И мы узнали, что в Сахатинском районе есть общественное объединение «Женсовет». И по их просьбе мы приехали, также мы узнали, что здесь есть дети-инвалиды, и мы решили с нашей компанией приехать сделать маленький праздник для детей, а также принесли свои маленькие подарки, чтобы порадовать наших детей. На сегодняшний день в Кыргызстане живут 193 тысячи граждан с ограниченными возможностями здоровья. 32 тысячи – это дети. Сегодня гражданские активисты, неравнодушные граждане, бизнесмены подняли очень серьезный вопрос уделения больше внимания гражданам. Необходимо проводить курсы для того, чтобы особенные люди могли трудоустраиваться и получать заработную плату. Это только одно из требований. Бахыр Гульчуманов, Гульчоро Казымкулов, Нью ТВ.